Ужасный чеснок, эпизод 6. Ужасающая нерассказанная история Ханако-сан, призрак в унитазе. Школа стояла молчаливая и величественная под тусклым светом луны. Ее старое строение напоминало о давно минувших годах. Когда-то шумные коридоры теперь были пусты, и в холодном воздухе витало лишь эхо забытого смеха и шепота секретов. Школа жила своей собственной жизнью. Ее скрипящие полы и стонущие стены говорили на языке жуткого одиночества. Эта школа, расположенная в тихом сельском городке, была пережитком ушедшей эпохи. Ее стены пропитаны историей и, согласно местным преданиям, населены беспокойными духами. Самым печально известным из этих духов была Ханако-сан, призрачная фигура, захватившая воображение и страх поколений студентов. Будучи уборщиком, господин Такаши заканчивал свой последний обход в школе. В коридорах было темно и тихо, что резко контрастировало с той суетой, которую они когда-то видели. Направляясь к выходу, он понял, что забыл ключи на 3-м этаже. Вздохнув, он повернулся и пошел вверх по лестнице. С каждым шагом воздух становился холоднее, его охватывал знакомый холод. Он добрался до 3-го этажа и направился в ванную, место стольких необъяснимых событий. Когда он вошел в ванную, он почувствовал странное принуждение. Недолго думая, он постучал в 3-ю дверь кабинки. «Ханако-сан! Ханако-сан! Ханако-сан!» — крикнул он, и его голос эхом разнесся по пустой комнате. Наступившая тишина была удушающей. Затем из глубины прилавка послышался слабый, жуткий шепот, от которого у него по спине пробежал холодок. Дверь медленно скрипнула, открывая пустой прилавок. Но когда он заглянул внутрь, по ванной пронесся холодный порыв ветра, погасив фонарь и погрузив его во тьму. Его охватила паника. Когда он нащупал фонарик, его руки тряслись. Когда ему наконец и удалось включить его, луч света открыл ужасающее зрелище. Ханако-сан стояла перед ним, ее глаза были широко раскрыты и полны злых намерений. Ее белое платье было испачкано кровью и пылью, лицо исказилось гротескным выражением боли и гнева. Прежде чем господин Такаши успел среагировать, она бросилась на него с потусторонним воплем. Фонарик выпал из его рук, упал на пол и отбросил дикие тени на стены. Ванная была наполнена звуками его отчаянной борьбы, но через несколько мгновений шум прекратился. Фонарик мигнул, а затем погас, оставив ванную снова во тьме. На следующее утро школа была полна новостей об исчезновении господина Такаши. Его ключи были найдены на 3-м этаже, но его нигде не было видно. Легенда о Ханако-сан унесла еще одну жертву, и цикл тайны страха продолжился. Юки смотрела в окно машины, как перед ней медленно разворачивался пейзаж ее нового дома. Сельский городок, казалось, тянулся бесконечно, с его узкими и извилистыми дорогами, пышными рисовыми полями и традиционными деревянными домами, расположенными среди холмов. Это резко контрастировало со шумным городом, который она оставила позади, местом, наполненным воспоминаниями, которые она отчаянно пыталась забыть. Ее матяйка ехала молча. Напряжение последних месяцев проявилось в узких морщинках вокруг ее глаз и в вытянутой челюсти. Обнаружение измены ее мужа разрушило их жизнь, приведя к болезненному разводу и решению переехать в этот тихий городок, чтобы начать все заново. Отец был для Юки всем, и предательство оставило глубокую рану, которую она изо всех сил пыталась залечить. Машина остановилась перед их новым домом, скромным домиком с небольшим садом. Он был старым, но ухоженным, с ощущением истории, которая, казалось, напоминала о более простых и счастливых временах. Айка выключила двигатель и посмотрела на Юки. «Это наше новое начало», — тихо сказала она, пытаясь изобразить обнадеживающую улыбку. Юки кивнула, выдавив улыбку в ответ. Она знала, что ее мать изо всех сил старалась сохранить все вместе, но трудно было быть оптимистом, когда все, что она знала и любила, было искоренено. Первые несколько дней в новом доме они потратили на распаковку вещей и обустройство. Юки нашла утешение в тихой красоте сельской местности, свежем воздухе и тишине города. Но мысль о том, чтобы пойти в новую школу, наполняла ее тревогой. Она всегда была застенчивой, предпочитая компанию книг и собственных мыслей часто суровому и непредсказуемому миру своих сверстников. Утром своего первого дня в новой школе Юки оделась в новую форму,
простую темно-синюю юбку и белую блузку. Она стояла перед зеркалом, приглаживая волосы и пытаясь успокоить нервы. «Ты можешь это сделать?» – прошептала она себе. «Это просто новая школа. Просто новые люди». Айко проводила ее до ворот школы, ободряюще обняла и отправила в путь. «Удачи, Юки. У тебя все получится», — сказала она, и ее глаза были полны поддержки. Проходя через школьные ворота, Юки почувствовала на себе взгляды других учеников. Шепот и любопытные взгляды преследовали ее, пока она направлялась в администрацию, чтобы узнать свое расписание. Секретарь вручил ей карту школы и расписание, а также теплую, хотя и слегка жалостливую улыбку. «Добро пожаловать в нашу школу, Юки. Если тебе понадобится помощь, не стесняйся спрашивать». Проходя по коридорам, Юки чувствовала себя словно в лабиринте. Школа была старая, со скрипучими деревянными полами и высокими окнами, пропускавшими потоки солнечного света. Наконец она нашла свой класс и глубоко вздохнула, прежде чем войти. Учительница, Гэжа Накамура, представила ее классу и усадила рядом с окном. Весь день Юки не могла избавиться от ощущения себя посторонним. Остальные студенты были вежливы, но отстранены, и она улавливала обрывки разговоров, которые заставляли ее чувствовать себя еще более изолированной. «Ты слышал о ее родителях?» «Я слышал, что они развелись. Она, наверное, такая грустная». Во время обеда Юки нашла тихое место под деревом на школьном дворе, чтобы поесть бенто. Она оглядела группой друзей, смеющихся и разговаривающих, чувствуя укол одиночества. Она скучала по своим старым друзьям, по знакомой прежней жизни. Но она знала, что должна дать этому месту шанс. Шли дни, и Юки начала привыкать к распорядку дня. Она находила утешение в библиотеке, проводя свободное время за книгами. Библиотекарю, пожилой женщине по имени Гэжа Фудзивара, она понравилась, и она часто рекомендовала ей книги для чтения. «Ты напоминаешь мне меня в твоем возрасте», — говорила она с доброй улыбкой. Однажды днем, просматривая полки, Юки услышала, как неподалеку шепотом разговаривала группа девушек. «Вы слышали о ванной на 3-м этаже?» – прошептал один из них. «Говорят, здесь обитает Ханако-сан». Любопытство Юки возбудилось. С тех пор, как она приехала, она слышала отрывки из этой истории, но впервые у нее была возможность слушать внимательно. Девочки продолжили, не подозревая о присутствии Юки. «Говорят, если постучать 3 раза в 3-й ларек и назвать ее имя, она появится. Да, и если ты ее увидишь, с тобой случится что-то плохое», — с дрожью добавила другая девушка. Юки не мог не чувствовать смесь страха и интриги. Ее всегда восхищали истории и легенды о привидениях, хотя они ее и пугали. Мысль о ванной с привидениями в ее школе была одновременно пугающей и волнующей. Он решила узнать больше, надеясь, что разгадка этой тайны поможет ей сосредоточиться, помимо собственных проблем. После школы Юки посетила небольшую городскую библиотеку и поискала любую информацию о Ханако-сан. Она нашла вырезки из старых газет и краеведческие книги, которые намекали на происхождение легенды. Эта история началась несколько десятилетий назад, в те времена, когда город был намного меньше, а школа только что была построена. Согласно статьям, молодая девушка по имени Ханако трагически погибла в школьном туалете во время воздушного налета во время Второй мировой войны. С тех пор ее дух, как говорили, преследовал ванную на 3-м этаже, являясь тем, кто осмеливался ее вызвать. Читая, Юки почувствовала странную связь с Ханако. Обе они были девушками, пережившими утрату и боль, и обе пытались найти свое место в мире, который, казалось, существовал без них. Она задавалась вопросом, есть ли в этой истории что-то еще, что еще не раскрыто. Решив узнать больше, Юки разработала план исследования ванной с привидениями. Она решила начать с посещения его после школы, когда коридоры были пусты, и она могла исследовать его, не привлекая к себе слишком много внимания. Она не верила в призраков, но не могла игнорировать притяжение тайны, которая, казалось, звала ее из тени. Когда в тот вечер она пошла на 3-й этаж, в школе было пугающе тихо. Заходящее солнце отбрасывало длинные тени в окна, а деревянные полы скрипели под ее ногами.
Добравшись до ванной, она остановилась перед дверью, ее сердце колотилось. Глубоко вздохнув, она открыла дверь и вошла внутрь. Ванная была тускло освещена единственной мерцающей лампой дневного света. Воздух был прохладным и носил слабый затхлый запах. Она медленно подошла к третьему киоску. Ее шаги эхом отдавались в пустом пространстве. Добравшись до прилавка, она на мгновение поколебалась, а затем постучала 3 раза. «Ханако-сан», — тихо позвала она, ее голос слегка дрожал. «Ты здесь?» На мгновение не было ничего, кроме тишины. Затем она услышала слабый шепот, такой тихий, что ей почти показалось, что это ей показалось. Она наклонилась ближе, ее любопытство преодолело страх. «Ханако-сан?» Она позвонила еще раз. Шепот раздался снова, на этот раз немного громче. Это звучало как голос молодой девушки, полной печали и тоски. Сердце Юки колотилось в груди, когда она поняла, что эти истории могут быть правдой. Она сделала шаг назад, не зная, что делать дальше. Внезапно дверь ванной захлопнулась, и свет сильно замерцал, прежде чем полностью погаснуть, погрузив комнату во тьму. У Юки перехватило дыхание, когда она нащупала телефон, пытаясь включить фонарик. Когда ей наконец и удалось включить его, луч света открыл ужасающее зрелище. Зеркало над раковинами было испачкано красным, как будто кто-то провел по нему окровавленными пальцами. Воздух похолодел, и Юки могла видеть перед собой ее дыхание. Она услышала медленный, нарочитый скрежет, словно гвозди волочили по классной доске, доносившийся со стороны третьего киоска. Парализованная страхом, Юки направила фонарик в сторону прилавка. Дверь слегка скрипнула, но этого хватило, чтобы она увидела очертания небольшого отпечатка руки, свежего и мокрого, на внутренней стороне двери. Воздух был пропитан злобой, и Юки почувствовала непреодолимое желание бежать. Не раздумывая, она повернулась и побежала. Ее шаги эхом разносились по пустым коридорам. Она не останавливалась, пока не оказалась снаружи. Задыхаясь, сердце колотилось в груди. Она оглянулась на школу, ее окна были темными и зловещими, и она знала, что все, что преследовало эту ванную, было гораздо более реальным и устрашающим, чем она когда-либо могла себе представить. Встреча Юки с Ханако-сан потрясла ее и наполнила вопросами. Она была полна решимости раскрыть правду, скрывающуюся за легендой, но она также знала, что для этого потребуется смелость и решимость, которыми она не была уверена. Тихий сельский городок, в который она переехала, скрывал тайны, и Юки поняла, что теперь она стала частью истории, которая еще далека от завершения. Юки не могла выбросить из головы эту жуткую встречу. Образ кровавого отпечатка руки и звук скрежета ногтей преследовали ее мысли. Ей нужны были ответы. Решив узнать больше о Ханако-сан, она на следующий день вернулась в небольшую городскую библиотеку. Библиотекарь, госпожа Фудзивара, приветствовала ее с теплой улыбкой. «Так скоро вернулся, Юки?» «Да», — ответил Юки, слегка колеблясь. «Я хочу узнать больше о Ханако-сан». Призрак в школьном туалете. Улыбка госпожи Фудзивара исчезла, сменившись серьезным выражением лица. «Ханако-сан, вы говорите. Это старая и трагическая история». Она отвела Юки в угол библиотеки, где хранились исторические записи города. «Здесь вы можете найти то, что ищете». Юки часами корпела над старыми газетами, журналами и краеведческими книгами. Шаг за шагом она начала раскрывать душераздирающую историю Ханако-сан. Шел 1945 год, и в мире шла война. Маленький городок, как и многие другие в Японии, жил под постоянной угрозой воздушных налетов. Дети пошли в школу, зная, что им, возможно, придется в любой момент бежать в бомбоубежище. Несмотря на страх и неуверенность, они пытались сохранить видимость нормальной жизни. Ханако была яркой и веселой девочкой, любимой учителями и одноклассниками. Она особенно любила играть в прятки, игру, которая предлагала ненадолго отвлечься от суровой реальности окружающего мира. В день трагедии Ханако была в школе со своими друзьями и сестрой-близнецом. Завыли предупредительные сирены, сигнализируя о скором воздушном налете. Учителя посоветовали детям отправиться в приюты, но в хаосе Ханако и несколько ее друзей решили сыграть в последнюю игру в прятки, чтобы отвлечься от страха.
Они разбежались, каждый нашел укрытие в школе. Ханако выбрала ванную на 3-м этаже и спряталась в последней кабинке. Она тихо хихикнула про себя, думая о том, как хорошо она спряталась. Но по мере того, как шли минуты и звуки воздушного налета становились все громче, ее волнение сменилось страхом. Земля дрожала от силы бомб, а огни мерцали, отбрасывая на стены жуткие тени. «Айка-чан! Айка-чан, где ты?» — позвала Ханако дрожащим голосом. Она слышала далекие звуки своих друзей, зовущих друг друга, но их голоса заглушались оглушительным грохотом взрывов. Она прижала колени к груди, пытаясь молчать, но ее страх был непреодолимым. Минуты казались часами, пока Ханако оставалась спрятанной в кабинке. Она снова позвала сестру, ее голос стал еще более отчаянным. «Айка-чан, помогите мне!» Но ответа не последовало. Дверь ванной комнаты с громким скрипом распахнулась, и сердце Ханако подпрыгнуло к горлу. Она ожидала увидеть сестру или друга, но появившаяся фигура была окутана тьмой, освещенная лишь спорадическими вспышками света от взрывов снаружи. В панике Ханако попыталась покинуть свое укрытие, но внезапный взрыв потряс здание, в результате чего с потолка посыпались обломки. Она закричала, когда дверь кабинки захлопнулась из-за падающих обломков. Оказавшись в ловушке и одинокая, Ханако взывала о помощи, но ее мольбы затерялись в хаосе. Воздушный налет длился, казалось, вечность. Когда оно наконец закончилось, школа лежала в руинах. Спасательные команды обыскали завалы, вытаскивая как выживших, так и тело. Лишь несколько дней спустя они нашли Ханако, ее маленькое тело было погребено под обломками туалетной кабинки. Город оплакивал потерю стольких жизней, но смерть Ханако стала самой обсуждаемой. О ее духе начали распространяться истории о том, как ее часто видели в ванной на 3-м этаже, вечно ожидающей, что кто-нибудь найдет ее и освободит из ее укрытия. С годами история развивалась, и Ханако-сан стала легендой. Некоторые говорили, что она была дружелюбным духом, который помогал потерявшимся детям найти дорогу. Другие утверждали, что она была мстительным призраком, злящимся на то, что ее забыли и бросили. Правда, однако, осталась похороненной в прошлом, известная только тем, кто помнил настоящую Ханако и трагический день, унесший ее жизнь. Читая отчеты о том роковом дне, Юки почувствовала глубокую печаль по Ханако. Страх и изоляция, которые, должно быть, чувствовала молодая девушка в свои последние минуты, перекликались с собственным чувством одиночества и покинутости Юки. Она закрыла книгу и села молча. Тяжесть истории Ханако легла ей на сердце. Встреча Юки в ванной теперь имела больше смысла, но и вызвала больше вопросов. Почему дух Ханако задерживался так долго? Что она пыталась сообщить? Юки знала, что ей нужно узнать больше, глубже вникнуть в историю школы и города. Возможно, понимание прошлого Ханако поможет ей обрести покой и для Ханако, и для себя. Когда она вышла из библиотеки, солнце садилось, отбрасывая длинные тени на город. Тихие улицы и старые здания, казалось, хранили в себе тысячи невыразимых историй, каждая из которых была частью головоломки, ставшей наследием Ханако-сан. Юки шла домой, в ее голове крутились мысли о прошлом и о том, что она может открыть дальше. Путешествие к раскрытию истины только началось. Дни после обнаружения Юки в библиотеке были как в тумане. Она не могла перестать думать о трагическом конце Ханако и о таинственном присутствии, которое она почувствовала в ванной. Она почувствовала связь с девушкой из прошлого, как будто история Ханако переплелась с ее собственной. Решив узнать больше, Юки углубилась в легенду о Ханако-сан. Легенда о Ханако-сан начала формироваться вскоре после окончания Второй мировой войны. В городе был траур, а выжившие ученики и преподаватели школы пытались наладить свою жизнь. Однако начали поступать сообщения о странных происшествиях в ванной на 3-м этаже, том самом месте, где Ханако встретила свою безвременную кончину. Все началось со шепота. Студенты утверждали, что слышали голос молодой девушки, тихо звавшей о помощи. «Айка-тян, помоги мне», — умолял голос, эхом разносясь по пустым прилавкам. Другие говорили о том, что чувствовали необъяснимый холод в воздухе или видели краем глаза мимолетные тени.
Одно из первых задокументированных наблюдений произошло от уборщика, который работал в школе. Однажды он задержался допоздна, убирая ванную на 3-м этаже. Мыв полы, он услышал тихий стук из 3-й кабинки. Подумав, что это шутка, он сначала проигнорировал это. Но стук продолжался, за ним последовал слабый звук плача девушки. Когда он наконец открыл дверь кабинки, он обнаружил, что она пуста, но плач продолжался, становясь все громче и отчаяннее. Дворник сбежал, а на следующий день подал в отставку со своей должности, отказавшись когда-либо возвращаться в школу. Шли годы, истории становились все более запутанными. Студенты подбадривали друг друга призвать Ханако-сан, создав ритуал, который стал известен по всей Японии. Инструкции были просты: пойти в ванную на 3-м этаже, трижды постучать в дверь 3-й кабинки и назвать имя Ханако-сан. Говорили, что если она появится, она либо ответит на вопрос, либо поможет решить проблему, либо, в более мрачных версиях сказки, утащит призывателя в туалет, чтобы присоединиться к ней в загробной жизни. Учителя пытались подавить распространение легенды, считая ее простым суеверием. Однако чем больше они это отрицали, тем больше росло любопытство студентов. Ханако-сан стала обрядом посвящения, испытанием на храбрость для тех, кто ищет острых ощущений. Ходили истории о студентах, которые успешно вызвали ее и выжили, чтобы рассказать эту историю, а также о тех, кто предположительно бесследно исчез. Один особенно пугающий рассказ произошел от девочки по имени Юми, которая посещала школу в начале 1970-х годов. Она и ее друзья решили вызвать Ханако-сан на спор. Они последовали инструкциям, нервно хихикая, постучали в дверь кабинки и назвали имя Ханако-сан. Сначала ничего не произошло, и они почувствовали облегчение. Но когда они повернулись, чтобы уйти, дверь скрипнула, открыв слабый силуэт молодой девушки в красной юбке, с бледным лицом и пустыми глазами. Друзья Юми закричали и побежали, но Юми была как вкопанная, не в силах пошевелиться. Фигура подошла ближе, и Юми почувствовала, как холодная рука коснулась ее плеча. Она потеряла сознание и проснулась несколько часов спустя одна в ванной. Ее друзья были слишком напуганы, чтобы вернуться за ней. Новости о встрече Юми быстро распространились, укрепив место Ханако-сан в местном фольклоре. В конце концов школа закрыла туалет на 3-м этаже, но легенда продолжала процветать, распространившись за пределы города на остальную часть Японии. Ханако-сан стала неотъемлемой частью японских городских легенд, причем в разных регионах появлялись вариации этой истории, каждая из которых добавляла в историю свои особенности. Читая эти рассказы, Юки была поражена тем, как со временем развивалась легенда о Ханако-сан, сформированная страхами и воображением бесчисленного количества учеников. Трагическая смерть настоящей Ханако превратилась в историю о привидениях, символ затянувшегося горя и неразрешенной боли. Юки задавалась вопросом, пытался ли кто-нибудь когда-нибудь понять историю Ханако, увидеть в ней нечто большее, чем просто призрак. В поисках ответов Юки решила ночью посетить здание школы. Она надеялась, что, увидев место, где умерла Ханако, она сможет глубже понять девушку, стоящую за легендой. С чувством решимости однажды вечером она отправилась в путь, следуя по пути, который до нее прошли бесчисленные другие люди. Школа стояла как безмолвный часовой, а двери были заперты цепями. Юки нашла брешь в заборе и проскользнула в нее, ее сердце колотилось от страха и волнения. Подойдя к зданию, она почувствовала, как на нее давит тяжесть истории, воздух наполнен воспоминаниями тех, кто прошел через его залы. Она добралась до 3-го этажа, деревянная лестница зловеще скрипела под ее тяжестью. В коридоре было темно, единственный свет падал из окон. Юки дошла до ванной и остановилась за дверью, ее дыхание стало прерывистым. Она толкнула дверь и вошла внутрь. Ванная была такой, как она себе представляла, тускло освещенной и пугающе тихой. Она медленно подошла к 3-му киоску, ее шаги эхом отдавались в пустом пространстве. Она помедлила мгновение, а затем трижды постучала в дверь кабинки. «Ханако-сан», — тихо позвала она, — «ты здесь?» Наступившая тишина была почти оглушительной. Сердце Юки колотилось, пока она ждала, и ее глаза были устремлены на дверь кабинки.
Прошли минуты, но ничего не произошло. Она почувствовала, как ее захлестнула волна разочарования и облегчения. В конце концов, возможно, это была всего лишь история. Повернувшись, чтобы уйти, она услышала слабый шепот, такой тихий, что ей почти показалось, что это ей показалось. Она замерла, внимательно прислушиваясь. Шепот раздался снова, на этот раз немного громче. «Помоги мне», — сказал он. Голос был полон печали и тоски. Юки почувствовала, как по спине пробежал холодок, когда она поняла, что легенда о Ханако-сан — это далеко не просто история. Путешествие Юки по раскрытию правды только начиналось. Легенда о Ханако-сан стала частью ее жизни, и она была полна решимости понять девушку, стоящую за призраком. Выйдя со школы, солнце садилось за ее спиной, и она знала, что ее путь будет нелегким. Но она также знала, что теперь не сможет повернуть назад. Истина была где-то рядом, ожидая, чтобы ее открыли, и Юки была готова встретиться лицом к лицу со всем, что ждало впереди. Расследование Юки трагического прошлого Ханако-сан дало ей больше вопросов, чем ответов. Она не могла перестать думать о призрачном шепоте, который услышала в школе. Решив узнать больше, она решила поговорить с некоторыми из пожилых жителей города, надеясь, что у них могут быть личные истории или идеи, которые могли бы пролить свет на затянувшееся присутствие Ханако. Одним ясным осенним днем Юки оказалась в доме госпожи Такахаши, учительницы на пенсии, которая работала в школе во время смерти Ханако. Известно, что у миссис Такахаси было множество историй об истории города, и Юки надеялась, что она сможет дать некоторые ответы. «Госпожа Такахаси, спасибо, что согласились встретиться со мной», — начала Юки, нервно сжимая свой блокнот. Пожилая женщина добродушно улыбнулась и жестом пригласила Юки сесть. «Конечно, дорогая. Что привело тебя сюда сегодня?» «Я изучаю Ханако-сан, призраки со школы», — объяснила Юки. «Я читал о ее трагической смерти, но надеялся, что вы расскажете мне больше о том, что произошло после, и почему ее дух все еще может существовать». Выражение лица госпожи Такахаши стало мрачным. «Ах, Ханако-сан. Ее история действительно печальна. Многие люди утверждали, что встречались с ней на протяжении многих лет, включая меня». Глаза Юки расширились. «Ты встретил ее? Что случилось?» «Это было очень давно, вскоре после окончания войны», — начала госпожа Такахаши. «В школе все еще царил беспорядок, и мы все пытались собрать все воедино. Однажды вечером я остался допоздна, чтобы проверять работы. В школе было тихо, почти устрашающе. Когда я проходил мимо ванной на 3-м этаже, я услышал что-то похожее на плач молодой девушки». Юки наклонилась вперед, ловя каждое слово. «Что ты сделал?» «Конечно, я была обеспокоена», — продолжила госпожа Такахаши. «Я подумал, что, возможно, один из студентов остался и расстроился. Я открыл дверь ванной и крикнул, но ответа не последовало. Плач стал громче, и я пошел на звук в 3-ю кабинку. Когда я открыл дверь, там никого не было, но плач продолжался, эхом отражаясь от стен. У меня по спине пробежал холодок». Миссис Такахаши остановилась, отведя взгляд, вспоминая это воспоминание. «Я вышла из ванной так быстро, как только могла, но это переживание осталось со мной. Я поговорила с некоторыми другими учителями, и они признались, что слышали похожие звуки. Именно тогда мы поняли, что дух Ханако-сан не нашел покоя». Юки поблагодарила госпожу Такахаси за уделенное ей время и вышла из дома. Ее голова была занята новой информацией. Казалось, дух Ханако был активен почти сразу после ее смерти, обращаясь к тем, кто был чувствителен к ее присутствию. Но почему она не пошла дальше? Размышляя над этим вопросом, Юки решила посетить местный храм. Возможно, тамошний жрец сможет понять, как можно помочь таким духам, как Ханако. Святилище представляло собой безмятежное место, окруженное древними деревьями и наполненное ароматом благовоний. Юки подошел к священнику, пожилому мужчине со спокойным и мягким поведением. «Простите, сэр», — сказала Юки, почтительно поклонившись. «Я надеялся, что ты сможешь мне чем-нибудь помочь». Священник улыбнулся и кивнул. «Конечно, дитя мое. Что тебя беспокоит?»
«Я исследую дух молодой девушки по имени Ханако-сан», — объяснила Юки. «Она умерла во время воздушного налета на школу много лет назад, и говорят, что ее дух обитает там в ванной. Я читал и слышал много историй, но хочу знать, почему она не ушла и что я могу сделать. Быть в состоянии сделать, чтобы помочь ей». Выражение лица священника стало задумчивым. Духи, подобные Ханако-сан, часто задерживаются из-за неразрешенных эмоций или незавершенных дел. Похоже, в свои последние минуты она испытала сильный страх и одиночество. Такие сильные эмоции могут привязать дух к этому миру, не давая ему обрести покой. «Можно ли чем-нибудь помочь ей?» – спросил Юки. «Существуют ритуалы и молитвы, которые можно совершать, чтобы помочь беспокойному духу попасть в загробную жизнь», – объяснил священник. «Однако часто требуется понимание конкретных причин, по которым дух задерживается. В случае Ханако-сан, возможно, она ждет, что кто-то признает ее боль и предложит ей утешение, в котором ей было отказано в жизни». Юки поблагодарил священника и покинул храм, чувствуя новую цель. Она поняла, что для того, чтобы помочь Ханако, ей нужно будет напрямую противостоять духу и предложить ей сострадание и понимание, в которых ей было отказано в ее последние минуты. В тот вечер Юки вернулась в школу, вооруженная новообретенными знаниями и решимостью помочь Ханако-сан обрести покой. Она направилась в ванную на 3-м этаже, ее сердце колотилось в груди. Солнце зашло, и школа погрузилась во тьму, единственный свет исходил от фонарика Юки. Она постояла у двери ванной, глубоко вздохнула и вошла. Комната была такой же жуткой, как и раньше, воздух был наполнен чувством печали. Юки подошла к 3-му прилавку и трижды постучала, выкрикивая имя Ханако-сан. «Ханако-сан, ты здесь?» Голос Юки дрожал, но она заставила себя сохранять спокойствие. «Я знаю, что с тобой случилось. Я знаю, что ты был напуган и одинок. Я здесь, чтобы помочь тебе». На мгновение не было ничего, кроме тишины. Затем температура в комнате медленно понизилась, и Юки почувствовала, как по спине пробежал холодок. По ванной разнесся слабый шепот. «Помоги мне». Когда она говорила, глаза Юки наполнились слезами. «Ханако-сан, тебе больше не нужно быть одной. Я здесь с тобой. Я понимаю твою боль и сожалею о том, что с тобой случилось». Внезапно атмосфера в ванной резко изменилась. Зеркала разбились, осколки разлетелись по ванной. Двери кабинки начали резко открываться и закрываться, хлопая с оглушительным грохотом. Холодный, злой ветер кружился вокруг Юки, сбивая ее с ног. Она подняла глаза и увидела, как перед ней материализовалась темная фигура, ее глаза горели яростью. Сердце Юки забилось от ужаса, когда фигура приблизилась к ней. Ванная, казалось, пульсировала злобной энергией, воздух был полон гнева и отчаяния. Призрак Ханако больше не был тем печальным, потерянным духом, каким его представляла Юки. Она была полна ярости, ее присутствие было проявлением всей боли и страха, которые она пережила. Юки вскочила на ноги и попятилась, ее мысли метались. Она пришла помочь, но было ясно, что Ханако не готова принять ее присутствие. Гнев призрака был непреодолим, и Юки чувствовала, как растет ее собственный страх, угрожая поглотить ее. Дверь ванной захлопнулась за ней, заперев Юки внутри. Свет мигнул, а затем полностью погас, погрузив комнату во тьму. Фонарик Юки мигнул и погас, оставив ее в кромешной тьме, слышный только звук ее собственного прерывистого дыхания и яростный грохот дверей кабинки. Отчаянно пытаясь сбежать, Юки потянулась к дверной ручке, но она не поддалась. Она повернулась обратно к прилавку, и ее глаза медленно привыкали к темноте. Перед ней маячила призрачная фигура Ханако, ее глаза светились холодным, жутким светом. «Ханако-сан», – прошептала Юки дрожащим голосом. «Мне очень жаль. Я не хотел тебя расстраивать. Я просто хочу помочь». Но лицо Ханако исказилось от ярости, и она издала душераздирающий крик. Сила крика, казалось, сотрясла сами стены ванной, и Юки почувствовала, как ее захлестнула волна ледяного ужаса. Она опустилась на пол, заткнула уши, пытаясь заглушить ужасный звук. Как только Юки подумала, что больше не сможет терпеть, крики прекратились.
В ванной воцарилась тишина, гнетущая атмосфера слегка рассеялась. Юки медленно открыла уши и посмотрела вверх, ее сердце колотилось. Призрачная фигура Ханако исчезла, оставив после себя только разбитые зеркала и отголоски ее ярости. Юки лежала на полу, потрясенная и изнуренная. Она знала, что дух Ханако был далек от мира и что ее попытки помочь только разожгли гнев призрака. Но она также знала, что не может сдаться. Боль Ханако была криком о помощи, и Юки была полна решимости найти способ добраться до нее. Выйдя со школы той ночью, холодный воздух щипал ее кожу, Юки вновь почувствовала целеустремленность. Она вернется, лучше подготовленная, и найдет способ помочь Ханако-сан обрести покой, в котором она так отчаянно нуждалась. Путешествие было далеко не завершено, но Юки была готова встретить любые испытания, которые ждут впереди. Юки провела большую часть дня в библиотеке, собирая воедино трагическую историю Ханако-сан. Она так много узнала, но казалось, что чем больше она узнает, тем глубже становится тайна. Ее решимость помочь Ханако только усилилась, но вместе с ней пришло и растущее чувство страха. Было что-то более темное, что-то более злобное, чем она предполагала изначально. В тот вечер, когда солнце опустилось за горизонт и тени удлинились, Юки приготовилась снова посетить школу. Она оставила матери на кухонном столе записку, в которой объяснила, куда она идет и почему. «Мама, я пошел в школу искать Ханако-сан. Я верю, что смогу помочь ей обрести покой. Не волнуйся обо мне, я скоро вернусь. С любовью, Юки». Юки надеялась, что эта записка успокоит ее мать, но в глубине души ее гложет беспокойство. Ее мать уже через многое прошла, переживая последствия развода и переехав в этот тихий сельский городок. Меньше всего Юки хотелось причинять ей еще большее беспокойство. Когда Юки приблизилась к школе, воздух стал холоднее, и здание зловеще вырисовывалось на фоне темнеющего неба. Она глубоко вздохнула и вошла внутрь. Скрип старых дверей эхом разносился по пустым коридорам. Она направилась в ванную на 3-м этаже, ее сердце колотилось в груди. Стоя перед 3-м прилавком, Юки тихо позвала: «Ханако-сан, это я, Юки. Я пришла помочь тебе». На мгновение не было ничего, кроме тишины. Затем по комнате пронесся холод, и Юки почувствовала тревожное присутствие. Дверь кабинки скрипнула, открывая темноту внутри. Юки колебалась, ее охватило дурное предчувствие, но она знала, что теперь не сможет повернуть назад. Она вошла в кабинку, и внезапно температура резко упала. Воздух стал густым, и Юки почувствовала, как мощная сила тянет ее к туалету. Она пыталась сопротивляться, но сила была слишком велико. С внезапным, ужасающим натиском ее затянуло в унитаз, погрузив во тьму. Мать Юки, Айка, вернулась домой и обнаружила, что в доме царит устрашающая тишина. Она заметила записку на кухонном столе, и ее сердце упало. Паника охватила ее, когда она прочитала сообщение Юки. Она тут же схватила пальто и выбежала за дверь, ее мысли метались от страха за безопасность дочери. Юки кувыркалась в водоворот холодной, кружащейся воды, ее чувства подавлялись ощущением того, что ее затягивает все глубже и глубже. Она изо всех сил пыталась дышать, ее легкие горели, пока она боролась с течением. Когда она подумала, что больше не может терпеть, ее вышвырнули в темное, сырое помещение. Она тяжело приземлилась на холодный, мокрый пол, задыхаясь. Оглядевшись, она поняла, что находится в тускло освещенной подземной комнате. Стены были скользкими от влаги, а воздух был пропитан запахом плесени и разложения. Страх охватил ее, когда она осмотрела окрестности и поняла, что оказалась в ловушке. «Ханако-сан», — позвала Юки. Ее голос эхом отразился от стен. «Я здесь, чтобы помочь тебе. Пожалуйста, покажи себя». Единственным ответом была леденящая кровь тишина. Сердце Юки колотилось в груди, когда она поднялась на ноги, ее глаза всматривались в темноту в поисках каких-либо признаков движения. Внезапно она почувствовала холодную руку на своем плече. Она обернулась, но там никого не было. Началась паника. Юки осторожно двинулась по комнате, ее шаги эхом отдавались в гнетущей тишине. Она чувствовала тяжесть невидимых глаз, наблюдающих за ней.
Воздух был наполнен злобным присутствием. Она пришла помочь Ханако, но теперь боялась, что попала в ловушку. Айка прибыла в школу, ее сердце колотилось от страха. Она позвала Юки дрожащим голосом: «Юки! Юки, где ты?» Ответа не последовало. Беспокойство Айка росло по мере того, как она шла по темным, пустым коридорам, ее шаги отдавались жутким эхом. Она добралась до ванной на 3-м этаже, где с каждым шагом воздух становился все холоднее. Дверь была слегка приоткрыта, и Айка толкнула ее, зовя дочь. «Юки, ты здесь?» – позвала она. Ее голос был едва громче шепота. Когда она вошла в ванную, на нее легла гнетущая атмосфера. Она подошла к 3-й кабинке и увидела, как в унитазе кружится темная вода, зловещий знак того, что произошло что-то ужасное. Сердце Айка упало, и она почувствовала, как ее захлестнула волна отчаяния. «Юки, пожалуйста», – прошептала она, и слезы текли по ее лицу. «Где ты?» Юки шла по подземному залу, ее страх рос с каждым мгновением. Она почувствовала, как к ней приближается чье-то присутствие, воздух становился все холоднее и гнетуще. Она знала, что ей нужно оставаться сильной, найти способ связаться с Ханако и помочь ей двигаться дальше. Внезапно комнату наполнил оглушительный рев. Стены задрожали, и Юки повалила на землю. Она подняла голову и увидела темную фигуру, выходящую из темноты, ее глаза светились злобным светом. «Ханако-сан», – прошептала Юки дрожащим голосом. «Пожалуйста, позвольте мне помочь вам». Но фигура не выказывала никаких признаков узнавания или сострадания. Вместо этого он с ужасающей яростью двинулся к Юке, воздух потрескивал от темной энергии. Сердце Юки колотилось в груди, когда она осознала истинную степень ярости и боли Ханако. Оказавшись в ловушке и одинокая, Юки знала, что ей нужно найти способ выжить и избежать злобного присутствия, окружавшего ее. Она закрыла глаза, сосредоточившись на воспоминаниях о своих близких, черпая силы из мыслей о матери и обещании, которое она дала помочь Ханако. «Ханако-сан», — позвала она, ее голос был полон решимости. «Я не откажусь от тебя. Я найду способ помочь тебе, несмотря ни на что». Призрачная фигура на мгновение замерцала. Юки увидела в его глазах проблеск узнавания, краткий проблеск той девушки, которой когда-то была Ханако. Но злобное присутствие быстро вернулось, тьма снова сгустилась. Мысли Юки метались, пока она искала способ преодолеть ярость и достичь внутреннего духа. Она знала, что только поняв и столкнувшись с истинным источником боли Ханако, она сможет надеяться обрести покой. Айка продолжала свои отчаянные поиски, ее сердце болело от беспокойства за дочь. Она знала, что не может сдаться, что ей нужно найти Юки и вернуть ее в целости и сохранности. Двигаясь по темной, тихой школе, она почувствовала растущие чувства безотлагательности, движимой любовью и решимостью матери. «Юки, я иду», – прошептала она, ее голос был полон решимости. «Подожди, еще немного». В глубине подземного зала Юки с новой решимостью встретила злобное присутствие. Она знала, что ее путешествие еще далеко от завершения, но она была готова противостоять любым испытаниям, которые ждут ее впереди. Проявив мужество и сострадание, она найдет способ помочь Ханако-сан и принести мир ее измученной душе. Тьма, возможно, была подавляющей, но дух Юки оставался непоколебимым. Она не успокоится, пока боль Ханако-сан не будет понята и исцелена, чего бы ей это ни стоило. Гнетущая тьма подземного зала, казалось, давила на Юки со всех сторон. Ее сердце колотилось, когда она столкнулась с призрачной фигурой, появившейся из глубин. Она знала, что стоит на пороге чего-то гораздо более опасного, чем она ожидала. Воздух потрескивал от злобной энергии, от которой у нее мурашки по коже, и она изо всех сил пыталась сохранить самообладание. Тем временем в ванной комнате Айка прошептал голос, едва слышный в жуткой тишине: «Юки, ты здесь?» – позвала Айка дрожащим голосом. Из тени появилась фигура, и глаза Айка расширились от шока. Перед ней стояла молодая девушка, ее лицо исказилось от ярости и печали. Глаза девушки светились злобным светом, а сердце Айка ёкнуло, когда к ней пришло узнавание. «Ханако», – прошептала Айка, ее голос был едва слышен.
Призрачная фигура Ханако-сан пристально посмотрела на Айка. На ее лице была смесь ярости и боли. «Айка», – прошипела она, и ее голос эхом разнесся по комнате. «Ты оставил меня. Ты бросил меня, когда я нуждался в тебе больше всего». Глаза Айка наполнились слезами. Когда она сделала шаг вперед, ее сердце разрывалось при виде младшей сестры. «Ханако, мне очень жаль. Я не знал, что ты прятался в ванной во время воздушного налета. Я пытался найти тебя, но все произошло так быстро». Глаза Ханако сверкнули гневом, и комната, казалось, задрожала от ее ярости. «Ты должен был защищать меня. Ты обещал, что всегда будешь рядом со мной, но оставил меня умирать». Айка упала на колени, рыдая. «Я подвела тебя, Ханако. Я знаю, что сделала. Но, пожалуйста, не вымещай свой гнев на Юки. Она невиновна во всем этом. Если тебе нужно отомстить, вымести это на мне. Просто отпусти ее». Выражение лица Ханако на мгновение смягчилось, но ярость быстро вернулась. «Ты думаешь, что сможешь исправить ситуацию сейчас? После всех этих лет страданий?» Айка подняла глаза, и ее глаза были полны отчаяния. «Пожалуйста, Ханако. Я люблю тебя. Я никогда не переставал любить тебя. Отпусти Юки, и я пойду с тобой. Я сделаю все возможное, чтобы все исправить». Глаза Ханако сузились, и она, казалось, обдумывала слова Айка. Воздух стал еще холоднее, а тени в комнате стали глубже. «Ради нее ты отдал бы все. Ты пошел бы со мной в другой мир». Айка кивнула, ее голос был твердым, несмотря на страх, который она чувствовала. «Да. Если это то, что нужно, чтобы спасти Юки, тогда я пойду с тобой». Выражение лица Ханако изменилось, в ее чертах промелькнуло что-то более мягкое. «Очень хорошо, Айка. Ты пойдешь со мной, а Юки пощадят». Айка почувствовала прилив облегчения, но оно было смягчено осознанием того, что она собиралась сделать. Она оглядела комнату, надеясь увидеть хоть какой-нибудь признак присутствия Юки, какой-нибудь признак того, что ее дочь в безопасности. Юки, все еще запертая в подземной камере, почувствовала внезапное изменение воздуха. Злобное присутствие, казалось, дрогнуло, и она почувствовала, что происходит что-то важное. Она позвала еще раз, надеясь достичь духа Ханако. «Ханако-сан, пожалуйста, послушай меня. Я здесь, чтобы помочь тебе». В зале сохранялась тишина, но Юки чувствовала, как напряжение слегка ослабевает. Она глубоко вздохнула и продолжила. «Тебе больше не нужно быть одному. Твоя боль не должна определять тебя. Позволь мне помочь тебе двигаться дальше». Тени в зале, казалось, отступили, и гнетущая атмосфера посветлела. Юки почувствовала проблеск надежды, но знала, что еще многое предстоит сделать. Вернувшись в ванную, Ханако протянула руку Айка. «Пойдем со мной», — сказала она, и в ее голосе были одновременно и грусть, и решимость. Айка глубоко вздохнула и схватила Ханако за руку. Комната была наполнена ослепляющим светом, и Айка почувствовала, как ее уносит в другой мир. Она крепко держала Ханако, ее сердце было наполнено страхом и решимостью. Когда свет погас, Айка обнаружила, что стоит в призрачной версии школы. Душа Ханако казалась более спокойной, но в ее глазах все еще сохранялась печаль. «Спасибо, Айка», — сказала она тихо. «Может быть, теперь я наконец смогу обрести покой». Айка кивнула, слезы текли по ее лицу. «Я люблю тебя, Ханако. Я всегда буду с тобой». Две сестры обнялись, и Айка почувствовала завершенность. Она принесла жертву из любви и надеялась, что этого будет достаточно, чтобы залечить раны прошлого. Рано утром уборщик прибыл в школу, чтобы приступить к своим повседневным обязанностям. Проходя по коридорам, он услышал слабый звук, доносившийся из ванной на 3-м этаже. Его сердце ёкнуло, когда он вспомнил свою предыдущую ужасающую встречу с Ханако-сан. Осторожно он подошел к ванной и толкнул дверь. К своему шоку, он обнаружил Юки лежащей на холодном влажном полу без сознания, но невредимой. Он бросился к ней и осторожно встряхнул ее, чтобы разбудить. «Мисс, с вами все в порядке?» – спросил дворник. Его голос был полон беспокойства. Юки медленно открыла глаза, дезориентированная и слабая. «Где я? Что случилось?»
«Вы в школьном туалете», — ответил дворник. «Я нашел тебя здесь. Ты что-нибудь помнишь?» Воспоминания нахлынули на Юки, и она вздрогнула. «Моя мама. Где моя мама? Она была здесь с Ханако». Лицо дворника помрачнело. «Мне очень жаль, но здесь больше никого нет. Я нашел тебя одного». Слезы навернулись на глазах Юки, когда она осознала всю степень жертвы своей матери. Айка отказалась от всего, чтобы спасти ее, и теперь она ушла, потерянная в другом мире вместе с Ханако. Дни превратились в недели, и Юки изо всех сил пыталась смириться с потерей матери. Она знала, что любовь и самопожертвование Айка спасли ей жизнь, но боль ее отсутствия была тяжелым бременем. Легенда Ханако-сан продолжала преследовать школу, напоминая о трагическом прошлом, унесшем столько жизней. Юки поклялась почтить память своей матери, продолжив ее усилия по оказанию помощи заблудшим душам обрести покой. Она посвятила себя пониманию тайн духовного мира, надеясь однажды найти способ завершить историю Ханако и, возможно, даже воссоединиться со своей матерью. Тьма прошлого, возможно, и отбрасывала длинную тень, но решимость Юки осталась непоколебимой. Она несла любовь и мужество своей матери в своем сердце, используя их как путеводный свет на неопределенном пути вперед. Легенда Ханако-сан жила. Утреннее солнце просачивалось сквозь старые, пыльные окна школы, отбрасывая длинные тени, которые, казалось, танцевали с воспоминаниями о прошлом. Мистер Такаси, уборщик, обнаруживший Юки в ту роковую ночь, шел по коридорам с тяжелым сердцем. За годы учебы в школе он был свидетелем множества странных происшествий, но ничто не оставило такого глубокого впечатления, как событие, окружавшее Ханако-сан. Он остановился возле ванной на 3-м этаже, там, где все началось и закончилось. Дверь была слегка приоткрыта, словно приглашая его войти в последний раз. Глубоко вздохнув, он толкнул ее и вошел внутрь. В комнате было жутко тихо, зеркала все еще трещали от ярости духа Ханако. Господин Такаши огляделся вокруг, и воспоминания о той ночи нахлынули на него. Он почти мог слышать их отчаянных криков Юки и пугающее присутствие Ханако. С тех пор он видел Юки, и хотя она выжила, этот опыт навсегда изменил ее. Потеря матери оставила глубокий шрам, но сила и стойкость Юки были очевидны. Она выросла решительной молодой женщиной, посвятившей себя помощи другим и разгадке тайн духовного мира. Стоя в ванной, господин Такаши не мог не чувствовать глубокую печаль по поводу трагических событий, произошедших в этих стенах. История Ханако была историей боли и одиночества, но это была также история любви и жертвенности. Он надеялся, что где бы ни находились Айка и Ханако, они обрели некое подобие мира. В школе решили навсегда закрыть туалет на 3-м этаже, посчитав его слишком опасным и населенным привидениями. Студенты перешептывались о произошедших событиях, и легенда о Ханако-сан стала еще более мощной. Несмотря на усилия школы двигаться дальше, присутствие сверхъестественного оставалось постоянным напоминанием о прошлом. Однажды днем господин Такаши убирал коридор, когда услышал позади себя тихий голос. Повернувшись, он увидел стоящую Юки с решительным выражением лица. «Мистер Такаши», — мягко поприветствовала его Юки. Ее голос нарушил тишину. Дворник повернулся, на его лице отразилось удивление и узнавание. «Юки, рада тебя видеть. Как твои дела?» Юки слабо улыбнулась. «Со мной все в порядке. Это было трудное путешествие, но я стараюсь изо всех сил. Я пришел сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение и поблагодарить вас за все, что вы сделали той ночью». Господин Такаши кивнул, в его глазах отразилась печаль и мудрость его лет. «Я рад видеть, что ты здорова, Юки. Твоя мать была храброй женщиной. Она пожертвовала всем ради тебя». Слезы навернулись на глаза Юки, когда она кивнула. «Я знаю. И я никогда этого не забуду. Я изучал паранормальные явления, пытаясь больше понять о духах и о том, как помочь им обрести покой. Я хочу убедиться, что случилось с моей матерью и Ханако, не случится с кем-нибудь еще». Уборщик успокаивающе положил руку Юки на плечо. «Ты поступаешь правильно. Твоя мать гордилась бы тобой». Юки глубоко вздохнула, чувствуя завершенность, стоя в месте, где ее жизнь изменилась навсегда. Ей предстоял долгий путь, но она знала, что не одна.
Память о любви и самопожертвовании ее матери будет направлять ее, давая ей силы противостоять любым испытаниям, которые ждут ее впереди. Когда Юки и господин Такаши вышли из ванной, дверь за ними медленно со скрипом закрылась. Легенда Ханако-сан продолжала преследовать школу, но она также была напоминанием о неприходящей силе любви и жертвах, принесенных во имя нее. В последующие годы господин Такаси продолжал выполнять свои обязанности в школе, но он никогда не был прежним. События той ночи открыли ему глаза на мир, выходящий за рамки обыденности. Мир, в котором прошлое и настоящее переплетались одновременно прекрасно и устрашающе. Он стал более склонен к сверхъестественному, часто ощущая присутствие духов в школе. Студенты и сотрудники начали приходить к нему со своими историями о странных происшествиях, и он слушал со знающим сердцем. Хотя он не всегда мог предложить решение, он обеспечивал успокаивающее присутствие, связь между живыми и мертвыми. Школа стала местом паломничества для тех, кто стремился постичь тайны духовного мира. Легенда Ханако-сан осталась мощной историей, напоминанием о тонкой завесе между живыми и мертвыми. Одним особенно холодным утром, когда господин Такаши совершал обход, он почувствовал знакомый холод. Это было то же самое чувство, которое он испытал в ту роковую ночь, когда впервые встретил Ханако-сан. Он сделал паузу, внимательно прислушиваясь. В коридоре было тихо, но он знал, что он не один. «Ханако-сан», — прошептал он со смесью страха и уважения в голосе. «Вы здесь». Воздух стал холоднее, и слабый детский смех эхом разнесся по пустому коридору. Господин Такаши почувствовал, как по его спине пробежала дрожь, но он стоял на своем. Он уже сталкивался с этим присутствием раньше и знал, что дух Ханако был привязан к школе, а ее история не закончена. «Надеюсь, ты обретешь покой», — пробормотал он. Его дыхание было заметно в холодном воздухе. «Ты и Айка оба». Смех затих, сменившись глубоким молчанием. Господин Такаши продолжал свой обход, его мысли были отягощены воспоминаниями о прошлом. Он знал, что школа никогда по-настоящему не освободится от своих призраков, но он также знал, что легенды и истории служат определенной цели. Они были напоминанием о жизнях, затронутых трагедией, о жертвах, принесенных из любви. Итак, история завершилась. Когда солнце опустилось за горизонт, отбрасывая длинные тени на заброшенную школу, фигура господина Такаши слилась с сумерками. Воспоминания об этом месте и духах, обитавших там, остались выгравированными на стенах и шептались на ветру. Прошли годы после событий, которые втянули его в легенду о Ханако-сан. И по пути домой он не мог не чувствовать тяжесть этих воспоминаний. На его сердце было тяжело от прошлого, но его облегчила надежда, что Ханако и Айка обрели некое подобие мира. Он еще не знал, что его ждет еще одна встреча. Тот, который соединит прошлое с настоящим, потому что школа, со всей ее мрачной историей, с ним еще не покончила. Конец. Спасибо, что подписались на наш подкаст. Если вам понравилось наше исследование призраков, мифических существ и городских легенд, поделитесь им с друзьями. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть больше захватывающих серий. До новых встреч, мои любимые слушатели!